Вся сборная команда республики прошла всю комплексную работу по подготовке к этому чемпионату, начиная с Ерегинского турнира. Были проведены подготовительный этап подготовки, это горный этап на базе Ужба, а также соревновательный этап. И вот последний этап мы провели здесь на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Во время подготовки была сделана очень большая, огромная, целая комплексная работа со стороны медицинской, со стороны медицины, психологии и научной подход к этой работе. И вот по итогам чемпионата России мы, тренера и вот целая сборная команда, поставленную задачу мы выполнили. Это мы завоевали золотую медаль в весе 57 килограмм. И сейчас вот, начиная с завтрашнего дня, начинается первый этап подготовки к европейским играм и к чемпионату мира, которым будет завоеван, в котором будут разыгрываться олимпийские путевки. Так. И по итогам, после этого чемпионата России было проведено собрание во главе Федерации спортивной борьбы России, президента Мамишвили и главного тренера Гусейнова Магомеда. И там был озвучен состав сборной команды, который будет представлен по подготовке к европейским играм. Сборы начинаются с завтрашнего дня. В этой сборной команды с нашей республики по итогам прошлогоднего чемпионата России и Ерегинского турнира и Кубка мира включены Виктор Рассадин и Пономарев Егор, и в том же и Виктор Лебедев. И сейчас они в данное время планируют Виктора Рассадина на международный турнир в Греции, который проводится в этих числах, и Пономарева Егора на Алиевский турнир в составе сборной команды России. Но насчет Виктора Лебедева, сказать, мы ему верили на его победу на этом чемпионате. И сейчас все решение для участия на европейских играх или на чемпионате мира принимает уже тренерский состав сборной команды Российской Федерации. А также 57 килограмм у нас 10 место занял Аксенов Дмитрий, 61 килограмм 8 место Скрябин Юргун и 65 килограмм Степанов Виктор. Они попали в десятку лучших в этом чемпионате. Так мы перед чемпионатом России планировали 61 килограмм и 57 килограмм еще по одной медали. Но получилось так, что мы остались без медали. Но чего не хватило, сейчас трудно говорить, надо всю ситуацию надо сперва изучить надо, и потом нужно какие-то выводы делать. Но у нас есть сейчас с 24 июня начинается первый этап подготовки на спортивном лагере Маннета. Вся сборная команда будет все лето на 3 этапа будет готовиться к Ерегинскому турниру, начиная. И там будем рассматривать все эти вопросы, нюансы. Ну, этот чемпионат именно Каспийский, да, проводился вот в Дагестане впервые, чемпионат России. Вот сравнить с другими регионами, Москва, Питер, Республика Саха-Якутия, вот именно проводился впервые в Дагестане, и это очень особенный чемпионат был. В том плане, все регионы, которые именно хотели выступить, я думаю, не все исправились. Задача была это психологическая. Надо посмотреть, если на каждые 5 метров люди с автоматами стоят, это тоже какой-то оттенок стоит. Каждые 10 метров с пулеметами стоят, то же самое. И вот если посмотреть, анализировать выступление сборной команды, именно даже России взять, да,
3 чемпиона мира прошлогоднего в Ташкенте, который проводился, проиграли чемпионат России. Из них вот Денис Аргуш и Хитак Сабулов даже не вошли в тройку. Вот какой накал был. Потому что этот предолимпийский год, этот год именно завоевывается путевкой в Лас-Вегасе в чемпионате мира. Поэтому этот чемпионат очень особенный. Но я думаю, в 2016 году сборная подготовится, а 2016 год, конечно, будет очень самый-самый ответственный старт. Вот именно олимпийское четырехлетие. Молодые наши борцы выступали неплохо. В принципе, там, конечно, в финале все сильнейшие. Но если так посмотреть, именно в психологическом плане, физической подготовки и тактической подготовки они не уступали. Но при этом надо посмотреть, все-таки не хватало опыта и возраста.